Alhamdulillahi Rabbil Alameen, assalatu wassalamu ala Rasulillahi Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. В наше сегодняшнее быстротечное время большинство людей, в общем, человек мечется из стороны в сторону, ищет себе какое-то успокоение. И большинство из них не могут найти, куда определиться, как найти духовное, душевное спокойствие и как уберечься от всех негативов, от всех тех нехороших настроений, которые сейчас у нас существуют в мире. Человек ударяется то в одну сторону, то в другую сторону. Он хочет найти в этом мире успокоение. В то же время на подсознательном уровне он знает, что этот мир не может быть спокойным, так же, как Мухаммад, саллаллаху нам об этом предупреждал. «Хаятуд дунья сиджну лиль му'минин ва джаннату лиль кафирин». То есть жизнь на этом свете, в этом мире, это для мусульманина как огонь, а для тех, которые отрицают Аллаха, это для них как райские гущи. И многие мусульмане, даже не подозревая о том, что этот мир очень неспокойный, и даже не подозревая, что этот мир, он лживый и не сдерживающий своих обещаний, своих клятв, они стремятся достичь, схватить и быть на передовых рубежах этого бренного мира. Но истинные мусульмане, то есть тем, которым Аллах Субхану ва Тааля раскрыл сознание и раскрыл сердца для своего восприятия, они знают, что действительно первое, что нужно для человека, для того, чтобы он успокоился, это найти себя в этом мире. Познавший себя, говорит Мухаммад, познал и Аллаха. То есть ты должен изучить себя, ты должен познать себя, тогда и познаешь Аллаха. Тот, который познал Аллаха, он успокоился, он услышал его слова, то есть «Аля бидикриллахи татмаиннуль кулуб», неужели от поминания Аллаха, от чтения Корана, неужели не успокоятся ваши сердца? Мы не спаслали этот Коран для того, чтобы успокоить ваши сердца, говорит Аллах. Эта книга, Божественное Слово, книга Аллаха, дано человеку для того, чтобы он нашел успокоение, чтобы трезво оценивал ситуацию, трезво оценивал себя в этом мире. Потому что, как мы сказали, что этот мир, он лживый, он не сдерживает никаких клятв, никаких обещаний. И этот мир, он суматошный. Суматоха этого мира завлекает человека до такой степени, что люди начинают отвращаться от самых примитивных человеческих ценностей. Мы должны познать себя. Для того, чтобы познать себя, мы должны оглядеться вокруг, должны найти то искомое зерно, которое поможет нам вытащить себя из грязи негатива, из грязи стресса, депрессии и прочих нехороших состояний. Для этого Аллах Субхану ва Тааля говорит, что вам нужно оглянуться вокруг себя и понять, что этот мир не построен просто так, не создан просто так, не получился само по себе из ничего. В этом мире вы видите свой порядок. Что в человеческом, что в животном, что в мире растений, что в мире минералов. Везде, даже клетки, атомы и нейтроны, электроны, у всех существует свой порядок, свои взаимоотношения. Вы должны оглядеться, говорит Аллах Субхану ва Тааля, вы должны поразмыслить. И как мы знаем, что Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране, что для нас рассуждение, тафаккур – это обязательное. И в Сурат Аль-Ан'ам Аллах Субхану ва Тааля об этом и нам объясняет, где-то с первых аятов, говоря, что «Алхамдулиллахи аллази халака ас-самавати валь-ард ва джа'аля адз-зулумати ван-нур, сумма аллазина кафару би раббихим я'дилун».
Хвала Аллаху, который сотворил небеса и землю и установил мрак и свет. Но даже после этого те, которые отрицают Аллаха, приравнивают к Господу Всевышнему других. Он тот, «Хуаллази халакакум мин тинин thumma qada аджалан ва аджалун мусамма индаху thumma антум тамтарун». Он тот, кто сотворил вас из глины, а затем назначил срок для вашей смерти. У него есть также назначенный срок для воскрешения, но после этого вы все еще припираетесь. Аллах Субхану говорит, что وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. Он, Аллах, на небесах и на земле. Он знает то, что вы утаиваете и совершаете открыто, и знает то, что вы приобретаете. То есть эти аяты дают повод для того, чтобы поразмыслить, порассуждать, что есть в этом мироздании хозяин того, что нас окружает. Он тот, который создал нас. Он тот, который создал все то, что нас окружает для нас. Мы должны понять это, поразмыслив, оглянувшись в веянии ветра и в лучах солнца, в журчании ручья, в шелесте листвы. Мы должны услышать зов Аллаха, что это все мое, говорит Аллах, это все я создал, о человек, для того, чтобы ты и поклонялся мне. Я не создал ни вас, ни джиннов просто так играючи. Я создал вас для того, чтобы мне поклонялись, и создал для того, чтобы уверовали в меня, говорит Аллах Субхану ва Тааля. Уверуйте, вера самая значительная, самое полезное, то искомое зерно, которое выведет человека из мрака к свету, из невежества к знаниям, из бесчеловечности, из какого-то худшего даже, чем животного состояния, к величайшим ступеням человеческого развития. И человека выводит Аллах Субхану ва Тааля на высшую ступень, и он приобретает то качество, ради которого и он был создан. Вера, иман. Пока человек не уверует, пока человек не поймет, что вера – это действительно то, которое нужно человеку в этом мире. Без веры невозможно жить. Иман. То есть человек, что бы он ни делал, если у него в сердце не присутствует вера, не присутствует вера в Аллаха, и он всем сердцем, искренне душой и телом не уверовал, что у него существует хозяин, который создал его на этой земле и подчинил все то, что его окружает, он не станет настоящим человеком, пока он этого не поймет. Уверуйте, говорит Аллах Субхану ва Тааля. Амину билляхи ва расулихи. Уверуйте в Аллаха и в Его посланника. Понятно, что нужно веровать в Аллаха, но зачем же в посланнике, могут спросить некоторые люди. Да потому что посланник – это тот, который раскрыл нам сущность человеческого существования. Он связал наши сердца с божественной верой в Аллаха, что Он тот путеводитель, Он тот посланник Аллаха, который объяснил нам все это, довел до нас слова Аллах Субхану ва Тааля в виде Корана и объяснил, что иного другого пути нету, кроме как уверования. Мухаммад ﷺ говорит, что вера – это то, что делает человека человеком. Это то, что возносит его в высшие ступени небес. Вера – это то, что вводит человека в райские гущи. Вера – это то, что оберегает человека как в этом мире, так и в последующем мире от зла, от негатива, от стресса, от любых депрессий или каких-то психических расстройств. Вера. Что же для этого нужно сделать? Задается вопросом человек. Что же делать? А просто принять Аллаха единственным и сказать, что Он един. И что кроме Него в этом мире никакого существа
божества, вещи или идеи равного поклонению не существует. То есть человек не может быть рабом какого-то существа или придуманных ими же божеств, или же придуманных самим же идеей или каких-то вещей. Человек не может быть рабом ничего, кроме как Аллаха. И это произносится в виде такого термина, как «Ла иляха илля-Аллах». Это ключ. Слово, термин «Ла иляха илля-Аллах» – это ключ к счастью человека. Это ключ к началу изучения знаний, принятие этих знаний сердцем. Это ключ, который раскрывает сердце человека для того, чтобы принять своего Творца Всевышнего. Если человек примет в свое сердце своего Творца Всевышнего Аллаха, Джалля Джалялюху, то человек обретает счастье. Ведь время очень быстротечно. Этот мир, как мы видим, очень хаотичен. Этот мир, он временный. Все здесь временно. Это то, что мы можем себе представить, например, если в этом мире мы привязываемся к чему-то и хотим взять с собой это то, к чему мы привязались, то мы за это будем наказаны. Также если человек приходит в отель и живет там, полностью оплачено, он все, что хочет, делает там. Но в то же время, под конец, если он хочет забрать какую-то вещь с собой, то его за это наказывают, за это его штрафуют. И он становится, он позорится, и он становится опозоренным. То же самое в этом мире. Аллах Субхану ва Тааля создал этот мир как отель, где ничего своего у нас нету. Мы просто приходим сюда и пользуемся теми благами, которые нам определены бесплатно. Но мы должны бережно относиться к тому, что вокруг нас. И мы не должны с собой брать какие-то нехорошие привычки, нехорошие действия в тот мир, в иной мир. Не должны своровать отсюда какие-то нехорошие, то, что нам вредные качества. Мы должны воспитывать в себе хорошие качества. Для этого и существует вера в Аллаха. Для этого и существует иман. Иман, конечно, на русском языке объяснить очень трудно. Иман, как в арабском, как в татарском, как в других языках мусульманского мира, которые уже тысячелетиями исповедуют ислам, у них это уже понятно, что иман – это и человечность, и порядочность, и дисциплинированность, и богобоязненность. Но самое главное – это вера, вероубеждение в Аллаха. Невозможно изучить просто науку, книгу, акида, вероубеждение, если у человека внутри, в сердце нету имана, веры в Аллаха. Невозможно изучать какие-то шариатские науки, книги. Ты можешь выучить, ты можешь прочитать тысячи, тонны книг по фику, по акиде, но если у тебя нету веры, нету внутри, в твоем сердце искорки, называемые иман, которые загорается и освещает все внутреннее и внешнее состояние человека, то не будет пользы. Не будет пользы от этого. Для того, чтобы принять полностью ислам всем своим сердцем и душой, принять шариат всем своим сердцем и душой, для того, чтобы у нас и'тикад, вероубеждение было нормальным, мы должны воспитывать веру «Ла иляха илля-Аллах». И плюс к этому Мухаммадур Расулуллах. Потому что вера в Аллаха, отрицая его посланника, не будет цельной. Мы говорим, что «Ла иляха илля-Аллах, Мухаммадур Расулуллах», которое произнесено с пониманием и с чистым искренним сердцем, освещает жизнь человека в этом мире и в будущем мире. В этом мире мы просто гости. Через некоторое время уйдем. Для нас будет вечность или в раю, или в аду. Для этого туда мы придем
Только с искренней верой ничего у нас с собой не будет. Мы с собой ничего не сможем унести из этого мира. Мы просто придем в судный день на площадь Хашра, собрание, и положат все наши деяния на одну сторону весов. И Аллах Субхану ва Тааля спросит, есть ли у этого человека тот ключ, который я ему заповедал и объяснил в Коране. Что это за ключ? Спросят ангелы. Это «Ла иляха илля Мухаммадур Расулуллах», слова веры. И человек произнесет или найдут у него это искомое зерно и положат на другую чашу весов. И эта чаша весов перевесит все его деяния. Даже если, говорит Мухаммад ﷺ, вы в одну чашу весов в судный день положите все небеса, 7 сводов небес и 7 сводов земель, то слова «Ла иляха илля нету никакого Бога, кроме Всевышнего Аллаха, что Он единственный Творец, что Он единственный Господь, что Он единственно Всевышний, и Мухаммад, Его посланник, то чаша весов, ля иляха илля перевесит все ту чашу весов, на которой положены все 7 сводов небес и 7 сводов земель. Для того, чтобы начать изучение ислама, для того, чтобы понять сущность ислама, Мухаммад ﷺ говорит, что нужно уверовать. В человеке должна присутствовать вера. И Аллах Субхану ва Тааля говорит, обращаясь в Коране, даже к тем, которые считают себя уверовавшими, Он говорит, «Я аюхалладина аману, амину билляхи ва расули». О те, которые уверовали, уверуйте в Аллаха и в Его посланника. О чем это говорит? Что мы каждый день, ежедневно мы должны принимать вот этот свет, вот этот луч Аллаха Субхану ва Тааля, который называется верой. Каждый день мы должны произносить тысячи раз слова «Ла иляха илля Мухаммадур Расулуллах». Аллахумма салли ва саллим аля сайидина Мухаммад ва аля али сайидина Мухаммад. И Мухаммад ﷺ говорит, что вера состоит из более 70 ветвей. Корни у этой веры очень глубоко в земле, говорит Аллах Субхану ва Тааля в Коране, в суре Ибрахим. Калимату таиба, кашшаджарату таиба, говорит Аллах Субхану ва Тааля. Слово веры, калимату таиба, это и есть ля иляха илля, это как хорошее дерево. Его корни глубоко в земле, ветки раскиданные и на небесах. И они дают плоды круглый год, постоянно. И человек получает эти плоды и живет этими плодами в этом мире и в будущем мире. Мухаммад ﷺ говорит, что вот ветви этого дерева, называемое калимату шаджарат, калимату таибат ка шаджарату таиба, вот как хорошее дерево, ветви этих деревьев более 60 ответвлений или же более 70. Аль-иману бид'у ва ситтин, ау бид'у ва саб'ин, говорит Мухаммад ﷺ. Самое первое, ла иляха илля из этих ветвей, ва аднаху, и последняя веточка, иматату зилли мин ат-тарик, то есть убирание каких-то вещей, которые мешают людям ходить по дороге, колючек, камней или что-то. Валь хая мин аль-иман, и стыдливость тоже от имана. Вот если мы выучим эти столпы имана, эти ветви имана, направления имана, то в данном случае мы будем еще более счастливы и обретем тот покой в этом мире и отстранимся от стресса, негатива, депрессии и прочих нехороших состояний и будем действительно искренними, счастливыми людьми, человеком с главной, с большой буквы этого слова. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.